В большой семье Карасаевых каждый занят делом. Мужчины ухаживают за домашним скотом, женщины занимаются ведением хозяйства и приготовлением еды. В доме всегда рады гостям. Их приходу готовятся и тепло встречают за щедро накрытым столом. Сегодня будут угощать хинкалом. Это одно из главных блюд ногайской кухни. Готовим мы сейчас хинкал. Это наше национальное блюдо, которое готовится при встрече дорогих гостей. Тонко раскатываем тесто и будем разрезать квадратики. Вот так вот. А потом это тесто будем варить в бульоне в мясном. Мясо мы уже отварили. Так. И будет в горячем виде подаваться на стол с заправкой из чеснока. Пока Мадина готовит национальное угощение, семья собирается за столом. Здесь и калмыцкий чай, и баурсаки, и долма. Гостеприимство – важная часть культуры народов, проживающих в Чеченской Республике. У нагайцев в первую очередь на первом месте стоит гостеприимство, радушие. Принимаем, в первую очередь заходят обычно угощение обязательно. Все, что есть, угощаем, как есть. Если готовимся, а так вот любому человеку должны накрыть стол. Уважение к старшим, свадебные обряды и многие другие традиции нагайцев схожи с традициями народов, проживающих в регионе. Но есть и различия, например, адат молчания невестки. Свадьбы такие же. Раньше, в прошлом было так. Лицо всегда закрытое у невесты, как в углу стояла невеста. Разговаривать не положено никому, ни женскому полу, старше, мужскому тем более. И даже может продолжаться это всю жизнь. Сноха не будет разговаривать, пока не разрешит этот человек, свекор или девер. Вот так у нас. Для того, чтобы разговаривала. Он должен разрешить, сделать подарок, и вот так разговаривает, если разрешит только. Большинство нагайцев Чеченской Республики проживают в Шелковском районе. По соседству с ними представители других народов, например, турки-месхетинцы, терские казаки, русские и, конечно, чеченцы. Все они как одна большая семья, члены которой поддерживают друг друга в трудную минуту. Соседи справа, слева чеченцы, русские, нагайцы. Живем нормально, не знаю, никогда не было ни конфликтов, ничего. Отличий нету никаких. Это уважение, это почет старшим, соответственно. Никогда не оставляем детей, это у нас 100%. И также и стариков. С Чеченской Республикой нагайцев связывает давняя история. Сегодня они регулярно участвуют в праздничных и деловых мероприятиях, трудятся в различных сферах. В Шелковском районе Чеченской Республики на сегодняшний день проживают чуть более 3000 нагайцев, основной деятельностью которых является испокон веков сельское хозяйство. Также мы трудимся в различных отраслях, тем самым мы вносим свой вклад в развитие региона. Большое внимание мы уделяем развитию и сохранению языка, культуры, традиций своего народа, в связи с чем на регулярной основе мы проводим беседу с подрастающим поколением. Большой поддержкой в нашей деятельности является внимание главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Свою деятельность мы проводим в тесном взаимодействии с органами государственной власти Чеченской Республики, с Советом старейшин нагайцев России, а также с нагайцами, проживающими в других регионах. Вопросам укрепления межэтнического согласия особое внимание уделял первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Он считал это главным условием консолидации общества. В Чеченской Республике проживают представители около 40 народов. 23 марта 2003 года они, как и другие жители региона, проголосовали за мир и стабильность. Так была принята Конституция, которая гарантировала равные права для всех граждан в составе большой многонациональной семьи России. Диана Хармуш, Адам Михняев, Аслан Вискаев, Неделя.